В минувшие выходные в горах края ЖТСУ зацвели яблоневые сады, которые ученые называют прародителями всех современных сортов яблок в мире. Чтобы увидеть это редкое природное явление, на одном из самых красивых фестивалей на склоне Жонгар-Алатауского природного парка собрались более 7 тысяч человек. По своей красоте цветение яблони сиверса нередко сравнивают с цветением японской сакуры. Какие виды открылись гостям и почему это место считают уникальным, расскажем далее. История яблонь сиверса уходит корнями в 18 век. Еще в 1793 году немецкий ботаник Йоганн Август Карл Сиверс во время экспедиции по Центральной Азии впервые описал целые леса диких яблонь в горах нынешнего Казахстана. Эти фруктовые деревья – настоящие богатыри. Они могут вырастать до 15 метров в длину и жить до 150 лет. А еще яблоня сиверса – чемпион по выносливости. Она стойко переносит и морозы до минус 40 градусов по Цельсию, и сушающую летнюю жару, и даже долгие периоды без дождя. Ей также не страшны многие болезни, которые губят культурные сорта плодовых деревьев. На самом деле в мире существует более 27 видов диких яблок, но ни одна из них почти не подходит ни селекции, ни дальнейшему возрождению. Вот именно яблоня сиверса по своему биохимическому составу, она очень уникальна, и она намного опережает многие виды яблок, и поэтому она является своеобразным, особым генетическим фондом для выращивания других культурных сортов, и было научно доказано, что именно яблоня сиверса является прародительницей всех культурных яблок. Спустя более 2 столетий после первых записей сиверса эти яблоневые сады продолжают цвести, напоминая, что история одного из самых распространенных фруктов в мире началась именно здесь, в горах Жонгар-Алатауского национального парка. Прибывшим на фестиваль гостям представилась возможность побывать среди цветущих склонов. Туристы это явление нередко сравнивают с цветением японской сакуры и приравнивают к списку чудес света. Вот все ездят в Японию на цветение сакуры. А почему бы не приехать сюда, в Казахстан, на цветение вот нашей дикой яблони? Я очень рада, что у нас в ЖТСУском крае развивается туризм. Очень красиво здесь, необычно. Солнечный день такой красивый. Фестиваль сопровождался насыщенной программой. Помимо того, что гости наблюдали цветение яблоневых лесов, им представилась возможность поучаствовать в национальных играх, посетить выставку ремесленников и международные арт-проекты с участием художников из разных стран. Айгерим Кукпаева, Мади Байбусынов, телерадиокомпания ЖТСУ.